ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 11:00. Сосногорский суд. Прения сторон в рамках уголовного дела о преступной халатности. Недобросовестная работа дорожника привела к 2 смертям и тяжкому вреду здоровья у 3 девушек. В обвинении фигурирует формулировка «по неосторожности». Вину подсудимого не отрицает никто, но адвокат задается риторическим вопросом. Цитата. «Разве реальное лишение свободы вернет к жизни парней? Разве вернет девочкам здоровье?» Просил бы суд действительно объективно оценить всю имеющуюся доказательственную базу и вынести в отношении правозащитного наказания, не связанного с лишением свободы. Учесть, что все-таки это молодой человек, жизнь только начинается. То, что случилось, относится к категории преступлений, совершенных по неосторожности. Подсудимый только начинает жить. В этом году ему исполнится 29. Девушки младше него на 10 лет. Летом 2014 года поступили в университет, нашли работу. Одна из них мечтала стать тренером по фитнесу. 30 июля случилась авария на дороге Ухта-Сосногорск. Легковушка с 5 людьми попала в яму, не заделанную дорожниками. Итог – 2 погибших, 3 выживших. Но какой ценой? Жизнь разделилась на до и после аварии. Девочкам, которым 18 или 12 лет на момент аварии было, это у них, можно сказать, жизнь только начинается. В результате что? Они не могут не работать, не рабочая группа инвалидности, на работу не устроиться, не учатся. Поэтому для нас это очень большая трагедия. И тоже прошу суд обратить на это внимание. Посадить в кресло 3 девчонок инвалидных и остаться на свободе, я думаю, что это будет несправедливо. А к тому же много другим дорожным организациям, которые выполняют ремонт, что подобная трагедия больше не повторилась. Адвокат мастера дорожных работ ДРСУ апеллирует. Водитель ВАЗа превысил скорость и не учитывал погоду. Но следственный эксперимент показал, компания ехала со скоростью около 70 км в час, не больше. Кроме того, виновата компания, которая не дала подсудимому необходимых оградительных конусов. Очевидно, что выжатая штрафа шириной во всю ширину полосы дорожного движения и глубиной более 10 сантиметров создает опасность для участников дорожного движения. О том, что ее невозможно оградить надлежащим образом, невозможно выставить необходимые знаки, жилиным руководству организации доложено не было. И в этом также заключается его преступная небрежность. Последнее слово обвиняемого суд заслушает в понедельник, затем вердикт. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Учитывая опасность и тяжкие последствия случившегося, обвинение настаивает. Условного срока недостаточно. Помощник прокурора требует 6 лет реального заключения.